Всем привет, меня зовут Арген, я работаю в Центре журналистских расследований Медиахаб в Кыргызстане. Война в Украине продолжается уже около полугода. Казалось бы, вторая армия мира, а именно Россия, уже около 6 месяцев не может взять стратегические пункты в Украине. Потери российской армии по различным оценкам превысили десятки тысяч. Приходится даже прибегать к помощи наемников. При этом навыки наемников не важны, зовут кого попало. К сожалению, воевать зовут и граждан Центральной Азии. Как это происходит, сейчас все расскажем. Совсем недавно на крупных кыргызских пабликах в Инстаграме появилось объявление о якобы приеме на работу в ЧОП в регионах России. В посте обещают заработную плату в 100 тысяч рублей, а также помощь в получении гражданства РФ. График работы 30 на 30, то есть 30 дней работаешь, 30 дней отдыхаешь. Казалось бы, отличные условия для безработных кыргызстанцев. Неплохой заработок и график приемлемый. Однако на деле по указанному номеру предлагают совсем другие вещи. Оказывается, прием на работу в ЧОП уже не актуален. Контакт сходу засыпает новыми предложениями. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранника в ЧОП временно приостановлен из-за обстоятельств. Сейчас актуально другое предложение. Я вам сейчас сброшу данные, почитайте, ознакомитесь. Если вам будет интересно, зададите вопросы. Еще раз повторю, в ЧОП сейчас мы не набираем. Буквально месяц-полтора набора в ЧОП не будет из-за изменений приоритетов. Позже «Контакт» начал нам отправлять заранее заготовленные сообщения. Предлагали 240 тысяч рублей в месяц, а график более 4 месяцев работы. О военной подготовке не спрашивали, берут даже людей с судимостью, лишь бы не граждане стран ЕС и НАТО. За службу более 6 месяцев предоставляют упрощенную форму получения гражданства РФ. Ну и самое главное, пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине. А организация работает в интересах Минобороны РФ. Никаких компенсаций в случае получения увечий не предусмотрено. Да и не факт, что обещанные деньги выплатят. Также пишут, что аккаунты в социальных сетях должны быть удалены. Использование смартфонов на территории запрещено. Можно использовать только кнопочные телефоны без камер. Явно придется делать что-то запрещенное. Кстати, о локации. «Контакт» просит приехать в хутор Молькино, что в Краснодарском крае. Расходы на передвижение организация обещает возместить. Нам стало интересно, что это за организация. Во-первых, мы пробили номер через GetContact. Там значится всего один тег – ЧВК Вагнера. Нам удалось узнать, что сам номер зарегистрирован на некую Герасимову Евгению Алексеевну, 1982 года рождения. В то же время по всем вопросам просят обращаться к некому Вениамину Леонидовичу. К сожалению, узнать, кто он такой, какое отношение он имеет к ЧВК, не удалось. Такой телефонный код используется в Краснодарском крае. Это совсем недалеко от Крыма. Как вы видите, все следы ведут в один конкретный регион России. На карте мы нашли хутор Молькино и обнаружили там военную базу. Это нас не удивило. Можно предположить, что наемников обучают на этой территории. Но это не так. Рядом расположен другой объект. Журналисты еще в 2019 году разоблачили секретную базу ЧВК Вагнера, замаскированную под пионерский лагерь. Тогда писали, что наемники после тренировок отправляются воевать на восток Украины и в Сирию. На спутниковых снимках с 2013 по 2022 года мы заметили, что территория комплекса со временем действительно стала больше похожа на военный объект, а не на пионерский лагерь. Подобные объявления появились не только на кыргызских пабликах. Мы нашли идентичные, адресованные узбекской аудитории посты. Слово в слово, одно и то же объявление. О подобных действиях российских военных писали наши коллеги из различных СМИ. Журналисты даже обнаружили сайт, где можно записаться в ЧВК Вагнера. Тут присутствуют все контакты, есть телефонные номера, адрес Telegram и группа во ВКонтакте. Так что в итоге? Объявления появились совсем недавно на крупных кыргызских и узбекских пабликах. Реклама, например, на том же кыргызском News.kg, стоит 10 тысяч рублей. В посте говорят о работе в ЧОП, а на деле предлагают приехать в Молькино, где находятся российские военные объекты. А «Контакт» прямо рассказывает о связях с Минобороны РФ. При этом о качестве новобранцев и военной подготовки не говорится ни слова. Зачем России столько некомпетентных военных в Украине?
Сейчас неизвестно, сколько именно граждан Центральной Азии участвует в военном конфликте на территории Украины. Официальной статистики пока нет, но тут то там проскальзывает информация о кыргызах в рядах ВСУ или наоборот в армии в РФ. А в самом начале войны многие наши граждане даже не думали, что эффект от этих событий можем ощутить мы, находясь в Центральной Азии. Сейчас же мы замечаем, что война пришла и к нам. Российские ЧВК вербуют наших сограждан, вовлекая наши страны в разрастающийся конфликт.